В настоящее время в Кыргызстане проживает свыше 200 тысяч лиц с инвалидностью. И, к сожалению, наше законодательство, общество в целом построено таким образом, что лица с инвалидностью – это второсортные люди, которые всегда нуждаются в поддержке, в помощи. И, к сожалению, достаточно негативного подхода к проблеме инвалидности в целом. У меня приобретенная инвалидность. 13 лет произошел ишемический инсульт. Однажды я встала, сказала: мам, пап, надо учиться. С боем поступала, эту квоту выбивали на факультет филологии. В общем, отучилась магистратуру, закончила, защитилась. Училась на бюджете, и нужно за бюджет отработать нашему государству 3 года. Как-то слышали на одном радио, девушка-юрист рассказывала о своих работах именно с людьми с инвалидностью, именно по образованию. Вот и так мы и узнали ее, она узнала нас. Что значит разумное приспособление? Это когда создаются минимальные условия, которые необходимы для человека. Например, для человека с опорно-двигательным нарушением разумное приспособление – это пандус, соответствующий стандартам. А если говорить о Вике, то в ее случае разумное приспособление – это школа рядом с домом. Я не отказываюсь от отработки. Мы постоянно ходили в отдел распределения, получали пассивную агрессию, отказики. И я не прошу каких-то супер-мега условий, просто чтобы хотя бы не так далеко от моего района, потому что банально мне добираться трудно. В Трудовом кодексе Кыргызской Республики предусмотрена квота не менее 5% от численности работающих в организации 20 человек. Да? Но, к сожалению, эта 5% квота на сегодня не реализуется полностью. Мне позвонила работница соцзащиты, она рассказала, что готовится такой вот проект по веб-разработке. И она пригласила меня туда. Огромное спасибо моему отцу, что он каждый день, получается, спускал вниз и поднимал наверх обратно. И таким образом я закончил эти курсы успешно. Мне даже сертификат дали с отличием. Сразу же после того, как я окончил эти курсы, моя преподавательница дала контакты Фаризы, то есть это сотрудник компании Светофор. Онлайн обучение было, я все обучала через Zoom. Zoom я обучила. Из всех ребят Самат, он был очень активный, он задавал очень много вопросов. Ну, Самат, он очень хорошо справился. Он работает наравне даже лучше, да, некоторых сотрудников. Я контент-менеджер, в мои обязанности входит добавление новых товаров на сайт. Самое главное было работать незрячему, работать среди зрячих. При приеме меня на работу руководством банка было принято решение изначально перенастроить звонки. Специально для меня приходили отдельные вопросы. С самого начала при трудоустройстве Рыскобанк специально под меня настроил программу, называется NVDA, с помощью которого я вхожу в компьютер и оттуда черпаю информацию и выдаю клиентам, отвечаю на вопросы клиентов. Рыскобанк, Саламатско. Очень трудно трудоустроиться сегодня на государственную службу, поскольку в соответствии с законом о государственной и гражданской и муниципальной службе
они должны проходить общий конкурс, как и все другие граждане. Я сам это пережил. Сами знаете, сейчас времена. Нет условий. Нужно заботиться о семье. Со мной случилось несчастье. Но через это мы с ребятами с инвалидностью организовали сообщество и начали работать. В результате несчастья я потерял ногу и хожу на протезе. Но в первую очередь хочу помогать по мере возможности ребятам, которые со мной. Очень много ребят до 20 лет, которые получили инвалидность. Трудового стажа у них нет. Получают пособие в 1000 сом. Ни на работу не могут устроиться, ни на учебу. Сюда, в этот подвал, мы въехали в 2013 году. Он был заброшен со следами пожара и потопов. Со знакомыми привели все в порядок и начали работать. Ребята сейчас работают по дереву, делают корпусную мебель. Были и те, кто хотел покончить с жизнью. Мы проводили их сюда. Вот, если нет руки, вот ребята, у которых нет обеих ног. Они работают. А теперь эти мальчики благодарят. Те, кто хотят работать, работают несмотря ни на что. В современности существуют основные 4 подхода к проблеме инвалидности. Это благотворительный подход, когда лицам с инвалидностью все должны помогать, которые нуждаются в помощи. Есть медицинский подход к проблеме инвалидности, суть которого заключается в том, что лица с инвалидностью – это больные люди. Социальный подход основан на том, что лица с инвалидностью ощущают свою инвалидность из-за того, что в нашем обществе, в пространстве не созданы условия для их полноценной жизни. Четвертый, самый основной подход, это основанный на правах человека, суть которого заключается в том, что человек после рождения наделяется одинаковым кругом прав и свобод. И на сегодняшний день в Кыргызстане очень важный международный документ был ратифицирован в 2019 году. Конвенция о правах лиц с инвалидностью. Благодаря активности гражданского общества в нашей стране конвенция была подписана Кыргызстаном.